Добрый вечер. Прямо сейчас подведем итоги этой недели. В деталях. Будущее за нами. Предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Что сулят новые стимулирующие решения федеральных властей? Пути развития. Удачно, чтобы перезимовать зиму, чтобы здоровым и чтобы удачная была зима, надо прыгнуть через скакалку. Как Усть-Кулом становится одним из туристических центров Коми. И малой кровью. 6 территорий у нас лидируют по количеству выявленных ВИЧ-инфицированных. Почему не востребовано анонимное исследование на ВИЧ? Начнем с краткого рассказа об основных событиях, которыми запомнится неделя. Наиболее значимые ее детали у Татьяны Супряткиной. Коми может стать одной из ведущих территорий по глубокой переработке древесины. Об этом глава республики заявил в рамках подписания меморандума о сотрудничестве правительства региона и Центрального НИИ «Бумаг». Проект предполагает строительство современного экологически безопасного лесохимического комбината в Троицко-Печорском районе. Сергей Гапликов несколько дней работал на форуме по развитию российской целлюлозно-бумажной промышленности в Австрии, где ряд международных инвестгрупп уже проявили интерес к этому проекту. Уроки по финансовой грамотности теперь будут проводить во всех образовательных учреждениях региона, от детских садов и школ до высших учебных заведений. Об этом договорились Банк России и региональное министерство образования. Слушателям будут прививать навыки определения своих финансовых целей и оптимизации расходов, дадут ответы на вопросы о типичных ошибках при оформлении вкладов и кредитов, а также научат исправлять собственную кредитную историю, правильно хранить деньги и защищаться от мошенников. Инициативная группа по проведению референдума о переносе столицы в Ухту открыла спецсчет и приступила к сбору средств, необходимых для изготовления подписных листов. Разрешение на открытие спецсчета выдала избирательная комиссия Коми. В течение 30 дней с момента оплаты изготовления подписных листов инициативная группа должна будет собрать 13 705 подписей жителей республики в поддержку инициативы проведения референдума. К строительству школы на 1200 мест в Сыктывкаре приступит новый подрядчик. Заключен госконтракт с новой организацией. Ввести объект планируют до 30 марта 2018 года с учетом выполнения работ по благоустройству до июня 2018. Сразу на 10 позиций вверх поднялась Коми в рейтинге федерального проекта «Трезвая Россия». Еще год назад наша республика находилась в списке аутсайдеров. Хуже нас ситуация была разве что на Чукотке и в Магадане. Сегодня же наши бывшие соседи по рейтингу по-прежнему внизу, и внизу же, к удивлению для многих, оказались наши территориальные соседи из НАУ. В Коми до сих пор нет ни одной официально действующей ледовой переправы, ни пешеходной, ни автомобильной. Столь теплый ноябрь приносит немало проблем жителям заречных поселков республики, а это больше 5000 человек. Похожая картина была и в 2013-м. Тогда зимние дороги начали открываться лишь в начале декабря. Оленеводы Коми теперь смогут круглый год участвовать в богослужениях, причем не выезжая в храмы городов и сел. Воркутинская и Усинская епархия приняла решение о создании специальных мест для служений прямо на бескрайних просторах тундры. В республике началась подготовка к чемпионату России по лыжным гонкам. Его примет 23 марта следующего года лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. Ожидается, что в ближайшее время здесь установят новое информационное табло и специальное оборудование, которое позволит собирать оперативную информацию с отсечек на дистанции и выводить на экран видеокартинку. Пожалуй, самое громкое заявление этой недели. Владимир Путин поручил установить ежемесячную выплату на рождение первенца. Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума, установленного в регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Нововведение вступит в силу уже с января, пока программа трехлетняя. Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей. О рождаемости в нашем регионе и том, как новый вид социальной поддержки может на ней отразиться, Александра Головина. Перезагрузить политику демографического развития. Именно такую задачу президент Владимир Путин ставит на ближайшее время. С 2018-го в России десятилетие детства. За официальным названием вполне конкретные средства адресной помощи. За первенца семьи теперь будут получать около 10 тысяч рублей ежемесячно. Размеры субсидий привязаны к прожиточному минимуму, а сама выплата будет адресной. Принцип такой: 1,5 прожиточных минимума на одного члена семьи.
То есть, если возьмем семью из 3 человек, ну, то есть мама, папа и только что родившийся ребенок. То есть 4,5 прожиточных, даже если 12 тысяч, то 48 плюс половинка 54. Вот если папа получает 54 тысячи и меньше, то мама будет получать прожиточный минимум ежемесячно на ребенка. Это, конечно, хорошая помощь и стимул рождения первого ребенка. Десятилетие детства – это глобальный национальный проект. Пришло время, когда главными инвестициями в будущее становятся семейные ценности. Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям, говорит Путин. Это одновременно и призыв, и руководство к действию региональным властям. 2017 для нашей страны стал непростым с точки зрения демографии, и введение мер социальной поддержки как нельзя кстати именно сейчас. Кроме стимулирования денежного, важна и медицинская помощь. За последний год в Коми в 2 раза увеличили количество процедур экстракорпорального оплодотворения. И в ближайшие годы региональный Минздрав планирует усилить это направление. Широкими шагами развивается и доабортное консультирование. Мы практически каждую 5-ю женщину уговариваем, чтобы она рожала. То есть у нас работают кабинеты доабортного консультирования. В них также работают и представители Православной Русской Церкви. И вот мероприятиями удается снизить уровень абортов. У нас уровень абортов снизился в несколько раз за последние 5 лет. Также до 2021 года будет продлена программа материнского капитала. Президент высказался за расширение возможностей его использования. Другая резонансная инициатива по квартирному вопросу. Ипотечный порог, свыше которого государство намерено обеспечить субсидирование, составит 6%. И эта ставка, о которой еще недавно молодые семьи могли только мечтать. Призвал глава государства повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Правительству вместе с регионами поручено проработать график реконструкции детских поликлиник. Владимир Путин напомнил, от качества заботы о детях зависит будущее страны. Люди рожают для того, чтобы жизнь продолжалась, чтобы была семья. И всегда все родители всегда надеются на то, что семья их будет дружная, крепкая, и вместе они будут жить долго и дружно. Конечно, нам, как врачам, хочется, чтобы дети были здоровы в семьях. Поэтому всегда очень приятно слышать, когда государство какие-то вводит постановления, принимает какие-то указы, чтобы улучшить жизнь семьи, улучшить жизнь детей и облегчить родителям те сложные ситуации, в которые они попадают экономические. Кстати, многодетным семьям помощь республика оказывает уже около 6 лет. В прошлом году региональным семейным капиталом воспользовались больше 720 семей. Супруги Некрасовы, например, после рождения 3-го ребенка сразу решили, республиканскую выплату потратят на ремонт дома. Подали документы в мае месяце, там месяц на рассмотрение, месяц на перечисление, получили сейчас вот в июле месяце. А потратили мы на ремонт крыши, была из шифера, сейчас металлочерепица. Очень существенная поддержка. Как использовать региональную субсидию, семья решает сама. Список разрешенных направлений внушительный. 150 тысяч рублей можно израсходовать единовременно или частями по 25 тысяч в год. На образование детей, страхование жизни ребенка, оплату детского сада, медицинских услуг и проезда к месту отдыха, а также перепланировку жилья и даже на возмещение расходов на коммунальные услуги. Что же до выплат федеральных, они, несомненно, повлияют на рождаемость уже сегодня, прогнозируют эксперты. В силу они вступают ровно через месяц, 1 января 2018 года. Тогда же стартует и десятилетие детства. 2 дня на этой неделе глава Коми работал в Вене. Там проходил форум по развитию российской целлюлозно-бумажной промышленности. Только вчера там обсуждались вопросы экологии и энергетики, а еще ресурсного обеспечения предприятий лесной сферы. Глава, оценивая происходящее, назвал форум удобной площадкой для диалога между властью и бизнесом, где можно не только обменяться опытом, но и провести переговоры с потенциальными инвесторами, предложить свои проекты. Один из них, Троицко-Печорский ЛПК, стоимостью 42 миллиарда уже заинтересовал потенциальных инвесторов. Максим Васильев разбирался в вопросе, насколько неисчерпаем тот клондайк, который именуется лесной отраслью Коми. За нашим мировым лидерством в объемах экспорта леса стоит прямое расточительство национальных ресурсов подчас. И как следствие упущенная страной выгода, которую мы могли бы иметь, если бы перерабатывали лес на собственной территории. Так и будем ездить по грязным дорогам, если не будем создавать производство на территории Российской Федерации. И весь доход от переработки будет оставаться за рубежом. И налоги там будут платиться.
и зарплаты там будут повышаться. А мы будем только сырье поставлять. Это момент выступления Владимира Путина в его первый приезд к нам в Коми в 2006 году. Большое лесное совещание в лесной республике, легких европейского севера, как нас еще называют, констатировало главный вывод. В отрасли нужны понятные правила. Быть сырьевым придатком Запада значит лишать отечественных промышленников возможности развиваться. Нет, конечно, номинально у нас сегодня есть своя глубокая переработка. Монди, Сыктывкарский ЛПК. Но цветы, то бишь прибыль, здесь предпочитают расти на чужом огороде. Вы понимаете, о чем я. С момента заявлений президента на местах кардинально изменилось немногое. Федеральные власти ввели квоты на кругляк, поиграли с пошлинами. А тут еще и мировые кризисы помогли. Доля экспорта простого леса стала снижаться. И теперь экспортеры переориентировались. Им нужны нынче пиломатериалы. А поскольку у нас предприятий переработки немного, импортеры уходят на другие рынки. Мы уже уступили новозеландцам лидерство на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и резко сократили поставки в страны Ближнего Востока. Это что касается крупных предприятий. Частникам в этом смысле проще. Меньше объемы, больше возможностей развивать производство. Деревообрабатывающее предприятие Николая Игнатова сегодня гордость села Уснем Усть-Коломского района. Его, можно сказать, опора. За полгода здесь заготовили 11 тысяч кубов древесины. С этого года основные рынки сбыта, в том числе Корея и Китай. Особый спрос в Азии на сухую доску. Только в Корею за полгода было отправлено почти 1500 кубометров пиломатериала. Теперь необходимо расширять площади делянок, а с этим как-то пока не очень. Не хватает лесосек, сырья не хватает по целый год. Если бы сырья хватало, в году можно заготовить готового сырья где-то 12 тысяч кубометров доски. А пиловочника надо 35 тысяч, чтобы на год. А если лесосек, это 50-60 тысяч, если на корню лес. Впрочем, одной лишь доской и даже фанерой сыт не будешь. И дело тут вовсе не в квотах или таможенных пошлинах. Для полномасштабного прорыва нужны новые экологические технологии. Новые решения. На всех совещаниях в лесной отрасли Финляндию всегда приводят в пример. И это вовсе не удивительно. Здесь научно к деревообработке подходят уже давно. В этой лаборатории университета Альто, расположенного на окраине Хельсинки, разрабатывается один из таких инновационных продуктов из березовицы. После выработки эта нанофибриллярная целлюлозная пленка сделает возможным проведение различных медицинских тестов быстро и легко. В больнице Тоуло в Хельсинки уже используется другое медицинское нововведение, на этот раз изготовленное из древесной стружки. Okay, so now I'm using a new novel cast. It's made of wood chips and it's a biodegradable cast. It's completely non-toxic, and you can see that all the pieces we are cutting away, they are going to be reused. So if you have another patient, you can use this piece to that patient. Одним из лесных продуктов, с которым знакомы многие школьники по всей Финляндии, является ксилитол, изготовленный из березового сахара. В некоторых школах учащимся бесплатно выдают после обеда жевательные резинки с ксилитолом, рекомендованные Национальной ассоциацией зубных врачей для профилактики кариеса. С момента принятия действующей стратегии развития лесной отрасли до 2020 года прошло почти 10 лет. Главная задача стратегии 2030 – обеспечить устойчивое развитие отрасли в современных реалиях, повысить конкурентоспособность отечественной лесной промышленности и вклад лесного комплекса в социально-экономическое развитие страны. Но пока наши перспективные планы на пути к воплощению. Развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, полимеров, некоторые из которых, кстати, сегодня используют в военной промышленности, рост выпуска парного картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка. И все это на фоне экспорта производства пиломатериалов, фанерных плит, производств мебели, деревянного домостроения. Лесохимический комбинат в Троицко-Печерском районе – одна из главных целей всей этой стратегии. Без него задекларированное развитие бессмысленно. А с появлением предприятия ниша по тотальному использованию древесных ресурсов региона будет заполнена. Потенциально территории, где сегодня можно создать кластер СТБК, предостаточно. Архангельская, Иркутская области, Дальневосточный федеральный округ, кстати, лидер страны по продаже кругляка. Всем нужен хороший финансовый капитал. Для Коми 42 миллиарда рублей. Гонка за лесной респект инвестора официально началась. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим.
Сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. В коме с чумой 21 века борются самыми современными методами. На днях Республиканский центр СПИД занял 2-е место во всероссийском конкурсе Минздрава страны. Учреждение наградили за нестандартный подход в области информирования населения и мотивирования к прохождению теста на ВИЧ. Что еще предстоит сделать, чтобы остановить заболевание, знает Таисия Жакова. Торговые центры, театры, парки и другие общественные места. Их мы посещаем регулярно и не раз, а значит, часто встречаем людей, зараженных ВИЧ. В одном только Сыктывкаре около 1000 инфицированных, но распознать этих людей практически невозможно, а может и не нужно. Вирус иммунодефицита вне организма очень неустойчив и живет не больше, чем пару минут. Однако многие думают, заразиться можно хоть через укус комара. А ведь наша кожа является отличным барьером для проникновения в организм множества вирусов. Инфицирующая доза вируса достаточно мала, и заражение, в принципе, может произойти, в том числе и при нанесении татуировки, да, при посещении маникюрного кабинета, да, к примеру. Для этого тоже нужно следить за тем, как это все делается, простерилизован ли, обработан ли инструментарий, которым вам делаются эти манипуляции. Да. Вот это, наверное, основные моменты, да, для того, чтобы избежать риска. Чтобы произошло заражение, нужно, чтобы инфекция проникла внутрь организма, а для этого необходимо чуть больше, чем просто рукопожатие. Вирус не передастся даже через поцелуй, ведь чтобы он это сделал, нужно выпить не менее 3 литров слюны зараженного человека. А шанс заразиться ВИЧ-инфекцией в общественном транспорте и вовсе равен нулю. Однако пока все эти доводы не решают главную проблему распространения ВИЧ – стигматизацию инфицированных. Это когда общественность не принимает заболевших, а они из-за страха получить такое клеймо не хотят обращаться за помощью. Самая основная проблема, вот если в терминах ее изложить, это проблема стигмы. Да? Что такое стигма? Это клеймо, это ярлык, да, если дословно переводить, который, в общем-то, навешивается на человека с диагнозом ВИЧ-инфекции. Но вот в обществе считается, что человек, инфицированный ВИЧ, он либо потребитель наркотиков инъекционных, да, он либо гомосексуалист, либо он, ну так скажем, оказывает какие-то сексуальные услуги. Это, к сожалению, сегодня не так. Сегодня мы знаем, что, в принципе, достаточно благополучные люди, достаточно благополучные семьи имеют возможность с этим сталкиваться. Людей же, которые игнорируют свой недуг, называют ВИЧ-диссидентами. Эта проблема корнем уходит в советские годы, когда на территории страны инфекция была, но не регистрировалась. И сейчас многие заболевшие даже не решаются провериться на ВИЧ. Хотя сделать это можно в любой поликлинике. В результате от 30 до 50% людей не знают, что заражены. Сейчас вот наша задача Центра СПИД – изменить отношение к ВИЧ-инфекции вообще и изменить отношение к тестированию на ВИЧ-инфекции, убрать этот страх, вот все виды страха. Метод, как заявляет производитель, 100%, дает гарантию. На своем материале мы убедились, что на самом деле ВИЧ-инфицированные дают плюс. Возможно, из-за отношения к ВИЧ ситуация в стране продолжает ухудшаться. Сегодня в России зарегистрировано более 1 160 000 человек с этим заболеванием. Коми в число субъектов-лидеров по количеству инфицированных не входит, но за последние 4 года рост все же наблюдается. О методах профилактики ВИЧ регулярно информируют не только жителей, но и самих медиков. Стабильно 6 территорий у нас лидируют по количеству выявленных ВИЧ-инфицированных. Это Воркута, Вуктыл, Сыктывдин, Ухта, Усинский, Сыктывкар. И если лидирующий год у нас был по количеству выявленных ВИЧ-инфицированных, это 2002, за весь период регистрации с 90-го года, то вот я сказала, что интенсивный рост начался с 2014 года, много выявленных ВИЧ-инфицированных. И пиковый год у нас, теперь мы считаем 2-й пик, это 2015 год. Один из районов с прогрессирующим заболеванием – Сыктывдинский. С 2001 года здесь зарегистрировано 108 случаев заражения, а в 2015-м рекордное количество ВИЧ-инфицированных – 20. Несмотря на усилия местных врачей, проблема не решается. Основные пути заражения чаще всего у нас это 52% наркоинъекционный путь и половой путь 43%. Конечно, у нас проводится большая профилактическая работа с населением.
У нас проводится обследование населения на ВИЧ-инфекцию. И мы приглашаем ВИЧ-инфицированных на прием, назначаем антиретровирусную терапию. Тем, кто отказывается принимать назначенные врачом препараты, здесь объясняют, ВИЧ без должного лечения приведет к необратимым последствиям. От вируса иммунодефицита человека в Сыктывдинском районе за 14 лет умерли 8 человек. 3 из них в стадии СПИД, а ведь этим людям была доступна абсолютно бесплатная антиретровирусная терапия. И бесплатная не значит некачественная. Региону она в год обходится 85 миллионов рублей. Это целая группа препаратов, они комбинируются между собой по-разному, в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции. Назначаются разные группы препаратов. В чем их суть? По механизму действия они все разные, но направлены на одно – не дать вирусу размножаться дальше в организме. Вот, при правильном регулярном использовании антиретровирусной терапии вирусная нагрузка, то есть содержание вируса в крови, стремится к нулю. Сейчас принято считать, такие люди не представляют эпидемическую угрозу окружающим, а жить могут неопределенно долго. При правильном лечении ВИЧ всего лишь хронический недуг. Так что специалисты говорят, это не препараты выбора, а препараты необходимости. На этой неделе министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов заявил, в Коми появится своя региональная ассоциация развития сельского туризма. В новую организацию уже готовы войти десятки предпринимателей, которые открыли двери своих фермерских хозяйств для обычных жителей республики. Хотя есть скептики, которые сомневаются в том, что наш агротуризм выдержит конкуренцию с другими регионами, где это бизнес-направление уже крепко встало на ноги. Виктория Палкина разбиралась в туристических перспективах. Коми давно известна своими красотами. Мань-Пупынер, бескрайние леса, приполярный Урал уже полюбились туристам. Теперь республика готова открыть гостям еще один вид северного отдыха – так называемый агротуризм. Тишина, лес, свежий воздух и деревенское гостеприимство. Эти 4 кита – основа бизнеса семьи Вологжаниных из Усть-Куломского района. 26 лет назад жители Малого Анеба занялись сельским хозяйством. Уже взрослые дети в 2010-м решили воплотить смелую идею по развитию в родной деревне агротуризма. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша деревня умирала. Видите, 25 лет назад тут жило всего 2 двора. Это последний житель этой деревни наш дедушка. И если бы мы тут не стали развивать сельское хозяйство, то деревни бы не было, конечно. Можно переехать в город, счастливо жить в квартире, ходить там в эти торговые центры и спокойно радоваться жизни, а душа бы все равно болела за деревню. Сегодня на базе отдыха 3 гостевых дома. В год здесь бывают около 1000 человек. Принимают и небольшие семьи, и представительные форумы. Летом гости могут на лодке покататься, зимой для них устраивают мастер-классы. Пока заработать состояние не получается, шутят хозяева. Бизнес требует больших вложений. Но глядя на Вологжаниновых, сегодня рискнуть готовы и другие предприниматели Усть-Куломского района. Тем более, что трассу до райцентра в этом году отремонтировали. И теперь уже ничто не мешает принимать туристов. Сегодня есть интересные задумки у нас у предпринимателей, которые занимаются туризмом, таким как сплав по рекам. Сегодня у нас есть база на озере Кадам, которая очень востребована. Мы на следующий год заявили ее в народный бюджет. Очень рассчитываем, что нас поддержит республика и выделит деньги для того, чтобы отремонтировать пешеходную тропу, чтобы могли туристы спокойно прийти на эту базу. Замечательное место, очень красивое. Это и рыбалка, это и отдых. Сегодня в Коми уже 150 гостевых домов. Лидеры по развитию сельского туризма – Усть-Кулом и Сыктывдин. Гостей удивляют как могут. Предлагают козье молоко, мед и деревенскую баню. Хозяйство Лебедевых на слуху уже не первый год. Сюда едут от городской суеты отдохнуть и испытать на себе все прелести сельской жизни. Сам по себе агротуризм он интересен не только для жителей Республики Коми или России, но и для иностранцев. Все больше и больше гостей иностранных интересуются жизнью на селе в России, самобытностью этой жизни. И мы уже принимали и в том числе иностранных гостей, которые от нас уезжали в восторге. Особое впечатление на гостей производят животные. Есть здесь козы, птицы, кролики, собаки и даже пчелы. Контактный зоопарк – излюбленное место семейного отдыха. В экотуризм Лебедевы пришли не случайно. Жили в городе, но после рождения 4-го ребенка решили, детям нужен свежий воздух. Переехали в деревню, хотя осваивать сельское хозяйство урбанистической семье было непросто. Для нас чем труднее жизнь, тем для нас интересней.
Вот, то есть, как бы это все в процессе мы не заметили. Конечно, тяжело было, но справились. Сейчас также и стройка, и дети, и хозяйство. Таких активных сельских предпринимателей готов поддержать региональный Минсельхоз. Гранты намерены выделять тем, кто убедит профильное ведомство в необходимости, востребованности и прибыльности своего проекта. Здесь, по словам вице-премьера Анатолия Князева, неплохо бы равняться на центральную Россию. Даже в центральной зоне, я скажу, есть целые поселки, деревни вот такие, сдают в аренду на целое лето горожанам. Это практикуется в Московской области и в других регионах. Люди устают в городе жить, они на целое лето именно арендуют, приезжают в деревню и там живут. Это тоже направление, которое мы пока не используем. Перспективы нашего агротуризма оценили и предприниматели из Карелии. Там этим направлением занимаются давно и всерьез. И если раньше гостей из крупных российских городов приходилось заманивать рекламными акциями, сегодня жители мегаполисов в деревни едут сами. Наш российский турист, он очень соскучился по такому агротуризму и сельскому туризму, и вообще по крестьянскому гостеприимству, потому что очень давно все обжились в городах в основном. Тоска по деревне, по селу, по простору, по свободе. А еще карельские аграрии предложили нашим объединиться, чтобы работать в тандеме. Так будет проще, уверены обе стороны. Возможность, да, совместных вот таких туров даже между регионами, да, и я думаю, что это плюс большой будет, да, если мы будем знакомиться с друг с другом и свой опыт передавать от региона к региону. Такие туры, они могут хороший дать толчок в развитию внутреннего туризма у нас в России. Сегодня многие фермеры готовы вступить в региональную ассоциацию сельского туризма. Хороший пример есть – Алтайский край. Там гостевым домам уже и условные звезды раздают. Так что своим статусом предприниматели дорожат. Хорошая репутация в этом бизнесе дорогого стоит. Вот эти гастрономические туры, они не должны быть дешевле Турции, они должны быть лучше Турции. Поэтому к этому стремимся к качеству. Качество питания, качество обслуживания. А ассоциация позволяет именно войти в туристическое сообщество профессиональное, представлять этот сельский туризм на более высоком уровне. И все же наши аграрии, готовые развивать сельский туризм, говорят, у каждого из них будет своя изюминка. Не похожая ни на карельскую, ни на алтайскую. Одни будут удивлять пасеками, другие рыбалкой, третьи гастрономическими сюрпризами. Впрочем, есть одно единое для всех правило. Каждый, кто приедет в гостевой дом, должен почувствовать себя дома. А то какой же отдых в чужих стенах? А одной из достопримечательностей Печоры не так давно стал эстрадно-духовой детский оркестр. Появился музыкальный коллектив благодаря гранту «Лукойла». Инициатива создания оркестра победила в конкурсе социальных и культурных проектов, которые каждый год проводит нефтяная компания. Наталья Литкевич о буднях юных музыкантов. Чуть повеселее. Что вы так вот невеселые? Том-том-том. Пожалуйста. Это репетиция детского духового оркестра при Печорском клубном объединении «Меридиан». Мальчишки и девчонки от 8 до 14 лет с увлечением играют знаменитую «Катюшу». Именно она стала дебютным произведением молодого коллектива и прозвучала для ветеранов со сцены весной этого года в День Победы. Набор ребят в детский духовой оркестр в Печоре начался осенью прошлого года. Создал коллектив музыкант и, как его называют печорцы, человек-оркестр Владимир Кузнецов. Правда, тогда у него было всего спиток старых инструментов, выпущенных еще в 50-х годах прошлого века. Впрочем, уже зимой проект по созданию ансамбля стал победителем конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в номинации «Энергия на благо человечества». Решили попробовать выиграть грант. А что надо было для того, чтобы выиграть? Наверное, огромное желание доказать, что оркестр нужен. Он здесь существовал еще в 60-е годы. То есть возродить. Ну и потом в 16-м году как раз было организовано духовое общество России. В октябре, по-моему, если не ошибаюсь. И поэтому мы решили создать оркестр.
На средства Лукойловского гранта удалось приобрести 16 новеньких музыкальных инструментов. Состав ансамбля вырос до 2 десятков школьников. Я ходила на ложки, и мне было скучно только ходить на ложки. Я спросила Владимира Павловича, есть ли еще какие-нибудь ансамбли. Он мне предложил духовой оркестр, и я захотела ходить на духовой оркестр. Летом ребята из духового оркестра провели творческую смену в международном детском артеке. Юные печорцы пообщались с участниками аналогичных коллективов со всей страны, набрались опыта у именитых музыкантов и поучаствовали в разнообразных экскурсиях по Крыму. Очень было интересно, там была большая артек-арена, большая столовая. Интересно там было. Каждый день там что-то проводили, какие-то препятствия, соревнования, игры. Мы ездили в экскурсии, каждый день новые знания, новые приключения. Узнавали кое-что новое о судаке. Чему научился? Узлы вязать научился, там моря морские. 3, 4. Сейчас детский ансамбль – желанный гость на общегородских мероприятиях в Печоре. Ребята расширяют репертуар и оттачивают свое мастерство, попутно постигая премудрости нотной грамоты. В планах руководителя – сделать из коллектива эстрадно-духовой оркестр и уже летом выступить на празднике духовых оркестров в столице Коми Сыктывкаре. Наталья Литкевич, телеканал Юрган, Печора. Такими были некоторые детали этой недели. Увидимся на следующей. До скорой встречи.